Здравствуйте, дорогой Николай Константинович. Мы с вами уже почти 3-4 месяца подружились. Вот сегодня были на бизнес-форуме. После бизнес-форума чуть-чуть посмеялись. Вот расскажите свои мнения о нашей дружбе. Мы что можем делать? Дорогие друзья, вы знаете, великий Сократ когда-то сказал, здоровье – это еще не все. Но все без здоровья – это ничто. Чем бы мы ни занимались – политикой, бизнесом, наукой, культурой, искусством – мы должны быть прежде всего духовно, нравственно и физически здоровы. Вот этой великой миссией занимается лучший целитель мира, наш большой друг, советский врач, который защищал свою кандидатскую диссертацию в первом московском вузе, известный доктор у нас в стране, известный целитель мира, председатель Союза писателей-целителей мира и вообще знаковый человек Мулла Зухор Тохири, мой большой друг. Я приветствую вас, мой друг, на московской земле и хочу сказать, что считаю за честь работать с вами, поскольку сам многократно работаю у Юлиана Семенова, а я первый директор в СССР газеты, совершенно секретно, работая с Юлианом Семеновым, многократно бывал в Японии, 18 раз. И как-то встретил, а японцы же вы знаете, всегда приветливы, всегда улыбаются, всегда пьют хорошую воду, делают определенную зарядку, живут на 15-20 лет дольше. Дольше японцев никто не живет. Средняя продолжительность жизни у них 93. Да, конечно. То есть образец для подражания. За счет чего? За счет просветительской деятельности. Не только потому, что у них хорошо работает медицина, а потому что, начиная с детского возраста, они просвещают детей, как нужно относиться к старшим, конфуцианский дух, поклонение младших перед старшими. Ну и самое главное – они занимаются своим здоровьем. А заниматься своим здоровьем... Например, я встретил 94-летнего Хасагаву на Хоккайдо. Ему было 94 года, выглядит вот так вот, как вы. Ну просто молодой человек. И он меня научил, что вода – это лекарство, что солнышко – это лекарство, что воздух хороший – это лекарство, что дыхание хорошее, что смехозарядка – это лекарство. Не думать о плохом, всегда улыбаться, всегда носить осанку короля, вот как многие, ему было 94 года, он ходит королем. Лицо молодое, благодаря воде. Вот ваши методики, которые мы прослушали здесь в Доме национальностей наших всех великих культур, я считаю, что это было событие большого культурного уровня в масштабе страны. Вы посетили множество наших городов. Вы знаете те страны, где вас особо почитают. Например, Дагестан. Герой Дагестана, нашей республики Дагестан, который сейчас поднимается так интересно по туризму, по другим видам. Ну и, естественно, и они, и вся Россия будет нуждаться в просветительской деятельности. Будущая медицина должен быть профилактический. А профилактика начинается с школьной скамейки. Правильно. Поэтому я недавно Путину написал, чтобы в двух структурах произвести изменения. Это структура просвещения, народное образование и медицина. Именно школьные скамейки детей учат быть здоровыми. Технология питья воды, дыхательная гимнастика, улыбаться, уважать, двигаться, спать, ухаживать за свои зубы, глаза. Все, и человек должен жить 100-150 лет. То, что я написал книгу, как прожить 100 лет без болезни. А то, что мы строим много больниц, много техники, они не решают абсолютно проблемы со здоровьем. Первичная профилактика начинается садик, школа, в вузах. Надо учить. Вот я сейчас с вами вместе мы сделали программу, чтобы по всему миру провести наш проект, чтобы был мир во всем мире, здоровье, долголетие, дружба народов и охрана окружающей среды. От войны никакого толка нету. Те, которые воюют, они неправильно мыслят. Я думаю, в будущем все вопросы можно решить за столом
значит, мирным переговором все решается, а дружбу мы расцветаем. Вам Я полностью поддерживаю ваше мнение и считаю важным именно мысль японская, мысль восточная, а как вы знаете, наш орел смотрел долго в сторону англосаксонского мира, сейчас он поворачивает в правильном направлении именно в восточную. 6000 лет существует теория оздоровления, шумеры, наши высочайшие вершины мира, там были целители с мировым именем: Индия, Китай, Япония. Восток мудрый принес в тему оздоровления человека очень много полезного. И поэтому я считаю, что все лучшее, что есть, в рамках БРИКС. В рамках БРИКС мы будем внедрять и предлагать эту платформу для всего нашего русского мира, восточных наших партнеров, с которыми с нами, особенно стран БРИКС. Вот мы сегодня поздравляем Николая Константиновича, он стал членом Международного союза писателей-целителей. Это писатель лечит духовно, а целитель именно непосредственно это. Вы прямо как Чехов. Я был на Сахалине, так Чехов, он и писатель, и он и врачеватель. Он врач. Чехова до сих пор помнят на Сахалине, сколько он там спас людей, особенно в заключенных, тех, кто нуждался, страждущих людей. Поэтому я считаю, что вы просто таджикский Чехов, и целитель, и врачеватель. И мы этой просветительской деятельностью, а вот великий Киничи Амае, японский ученый, который сегодня настолько вознесся, что он и для Организации Объединенных Наций пишет статьи, и по экологическим проблемам, и по проблемам мира во всем мире. Он написал очень важную фразу. Он сказал: надо не столько учить людей, потому что время быстрое сейчас, идет интенсивная синергия, и вот люди не успевают. Надо переучивать людей, и благодаря этому они будут дольше жить, хорошо выглядеть, не болеть. А наш президент Путин 2024 год объявил годом семьи в России. Все начинает семья. Если семья правильно воспитана, они не будут воевать, не будут драться, будут уважать. Поэтому правильно Путин объявил год семьи, и я думаю, что нашу программу будут поддерживать со стороны правительства России. Благодаря вам, вы как член, советник Госдумы России. И будем представить нашу программу, чтобы народ жил долго. Спасибо вам. Будьте здоровы. Спасибо. 150 лет. Ура! Ура!